Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, теплые, душевные комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто должен стать вашей судьбой и кто вашей судьбой станет? Пожалуйста, если тема вам интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух, задайте такой вопрос. Кто должен стать моей судьбой и кто моей судьбой станет? Надеюсь, вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на портрет человека, который должен стать вашей судьбой. Какой же он для моих девочек, которые зашли на гадание? Ну, ваш идеальный партнер. Он просто совершенство. Он совершенство, он милашка. Очень утонченные черты лица. Что-то такое светское, что-то такое, даже не знаю, может быть, даже какие-то женские черты лица, там высокие скулы, раскосые глаза, какой-то взгляд с проволокой. Этот человек очень внешне кажется нежным, внешне он кажется каким-то, несерьезным, да, таким парень-девушка, да. На самом деле внутри, конечно, он борец. Лицо очень-очень милое у этого человека, прям такое, прям залюбуешься, как он выглядит. Знаете, у него очень много поклонниц среди женщин, и вот прям за него засматриваются. Этого мужчину прям чуть ли не с самого детства окружают женщины. Очень много женщин его окружают. И знаете, вот прям у кого-то была мысль украсть его. Украсть у всех, и чтобы был он только лишь ее. Почему такого необычного мужчину дают вам в судьбу? Да потому что вы очень сильная. И у вас за спиной очень сильный род стоит. То есть у вас, получается, родовой сговор идет. Видите, тут карма идет. Значит, вам дают очень красивого человека, сильного по здоровью и внешне очень привлекательного. Прям, знаете, вот у него ангельское лицо какое-то. Вот прям очень правильные черты лица и очень красивые. А вы, я не буду говорить, что вы там какая-то некрасивая. Наоборот, у вас и красота, и внешняя, и внутренняя, и также очень такая сила, стержень рода идет. И вот ваши неоценимые качества перед высшими силами, они, скажем так, должны получить продолжение. То есть, чтобы дети, рожденные, например, в этом браке, либо вот энергия, которая будет соединяться, да, ваша энергия, чтобы они, вот энергия, либо дети, будучи новой энергией, для высших сил, понимаете, это как новая раса идет, да, либо какие-то сверхлюди, на которых могут возлагать сверх какие-то вот обязанности, задачи, возможности давать. То есть, понимаете, если вы молоды, и вы вот с этим человеком встретитесь, все у вас сложится, родится у вас ребенок, этот ребенок, он сыграет очень важную роль в жизни не только вас и ближнего окружения, но и, возможно, глобально в жизни, там, я не знаю, тысяч, миллионов людей. То есть он что-то, может быть, он станет известным изобретателем, да, придумает какие-нибудь там, я не знаю, чудо-вещества, да, чудо-лекарства. Либо он станет каким-нибудь политикам, который будет бороться за действительно нужды обычного человека. Не за то, чтобы там богатые олигархи набивали карманы, а за то, чтобы обычные люди жили достойно. То есть человека вы родите особенного. Если вы уже не в возрасте, да, допустим, то как-то вот я просто вижу, что у кого-то мужчину украли. Вы, девочки, простите, я забегаю наперед, я об этом расскажу. Я просто вижу, что мужчина был украден. И если вы меня смотрите, прожили тяжелую жизнь с мужчиной, который там дрался, бился и гулял, да, то знаете, что вашего мужчину по судьбе его просто украли. Украла его злодейка, но я об этом позже расскажу. Вот, если вы все равно, у вас есть до сих пор шанс, пока вы живете, у вас есть шанс встретиться, соединиться,
в том договоре, да, исполнить. Если вы не в детородном возрасте, либо не собираетесь по каким-то причинам иметь детей, и вы соединитесь со своей половиночкой, со своим суженым, то вместе вы будете продуцировать какую-то невероятную энергию, которая может быть перенаправлена либо в какое-то дело, либо в какую-то возможность, либо в какой-то проект, бизнес, может быть. То есть вы будете такими созидателями, и вместе у вас вот в этом симбиозе родится какая-то сверхэнергия, которая будет полезна, опять же таки, не только вам, но и всему окружению. Возможно, да, вы вместе что-то придумаете гениальное, что может помогать там другим людям, либо вы что-то сделаете, да, вот вы там разбогатеете, либо он там, например, богатый, а вы придумаете какую-нибудь там меценатскую программу помощи другим там деткам, например, да. То есть здесь именно идет очень сильная энергетика вместе, причем эта энергетика, она созидательная, не разрушение, не крах, а именно созидание, помощь другим, и вот она такая, знаете, как говорят, благословенная идет. Поэтому вот кто зашел именно на эту отсыпочку, вы очень непростая девушка, женщина, и род у вас такой же непростой. И у вас должно было случиться так, что вы в молодом возрасте, вот слушайте меня внимательно теперь, у каждого, конечно, свой возраст, да, и это не значит, что один мужчина, либо один какой-то род. Понимаете, родов может быть много, и каждый может быть уникальным. Представьте, сколько людей живет в мире, да, вот на нашем земном шарике. И не надо говорить, что вот это гадание типа про одного мужчину или про одну женщину. Нет, это собирательный образ одного мужчины и одной женщины. Но вы на мое гадание попали не случайно. Значит, это про вас. Вы должны были выйти замуж за этого человека, которого я описала, очень такого тонкого, утонченного, с красивыми правильными чертами лица, хрупкого внешне, но очень твердого и прочного внутри. Вы должны были выйти за него замуж до 27 лет. У кого-то раньше, у кого-то позже. Если вы вышли замуж за другого человека, и вы смотрите эту отсыпку, значит, вашего человека украли. Вот она, женщина, которая ворует. Видите, вот она. Хватает руками, вот как мешок на голову одела и утащила. Это могло быть, но это могло быть только лишь с ним. Вас не могли украсть, потому что у вас вот такая сила рода, и вы сама обладаете способностями, которые могут вас предупреждать. Но его могли украсть. Причем здесь воровство было при помощи вот этой вот бабушки, не знаю, вот тут какой-то, может быть, там знахарки, ведьмы, да, у кого как. То есть либо эта женщина обращалась за магической помощью, чтобы украсть вашего мужчину, либо за этой женщиной стоит другая женщина, например, там мама, бабушка, тетя, которая владеет какими-то техниками шантажа, гипноза, не знаю, там черной магии, чтобы этого мужчину украсть. Здесь идет именно украденное счастье. У меня, кстати, была недавно клиентка, у которой была такая же картина украденного счастья. Но я видела, что к ней ее мужчина вернется, тот ее половиночка. Вы, мои девочки, тоже должны понимать, что к вам этот мужчина все равно придет рано или поздно. Если он был украден, все равно его всю жизнь к вам будет тянуть. Всегда он будет искать. Он никогда не успокоится до самой смерти, пока вас не найдет. И даже если это будет последний день его жизни, он все равно вас разыщет, хотя бы просто на вас посмотрит, я не знаю, за руку возьмет. Вот оно, счастье для него и для вас. Смотрите. Здесь я вижу, что если вы с этим идеальным мужчиной сойдетесь в пару, в брак и в отношения, у вас будет очень большое счастье. Во-первых, мужчина будет безумно вас любить, боготворить, носить на руках. Во-вторых, от этого мужчины просто родятся какие-то невероятно красивые дети, умные, я уже вам рассказывала, да, социально очень значимые дети. Следующее. Если вы где-то с чем-то болели, у вас какие-то неприятности по жизни были, вот этот человек, он все на себя возьмет, да, вот он сильный в этом плане, он может все на себя, весь негатив взять и его там перемолоть на маленькие-маленькие кусочки, да, и выкинуть, то есть сжечь его в себе. Вот вы в этом плане нет, вы как губка, вы собираете, вы очень чувствительны, и вы можете вот прям, хапать, да, негатив, там, сглазил кто, пожелал чего, либо просто где-то из-за кого-то расстроились, то есть вот этот негатив, он в вас собирается, вы как губка впитываете. А этот человек, он обладает энергией, которая может это все разрушать. Вот прям так раз и стер, в порошок стер. То есть, когда бы вы были вместе, если бы вы были вместе, то у вас бы был прекрасный симбиоз, когда бы вам, как говорится, и море по колено, да, вы все могли бы сделать вместе.
Мне очень нравится то, что я вижу, что вы как один человек идете. Видите, один человек при двух головах. То есть для меня это знак, что вы все равно рано или поздно вы встретитесь. Будут ли ваши отношения идеальными? Нет. Идеальных отношений не существует в мире. И даже самые идеальные люди, которые идеально друг другу подходят, все равно могут натыкаться на какие-то сложности. Ну, представьте, да, мы иногда... Мы, вот, да, девочки, люди, сами на себя бываем злы. Что ж говорить про других людей? Понимаете, такой момент тоже может быть. То есть это отношения просто суперски классные, но они не идеальные. Если бы они были идеальные, то они бы очень сильно наскучили и вам, и вашему партнеру, и ничего бы не получилось. Что будет между вами? Да между вами будут дискуссии, вот, дискуссии и споры. Вы будете не ругаться, не будут там биться посуда и в разные стороны там лететь, я не знаю, там клочья порванной одежды. А здесь, наоборот, будут дискуссии, какие-то доказательства, я не знаю, там люди будут говорить, а вот ты понимаешь, приводить какие-то примеры, может быть, даже данные какие-то приводить. Здесь именно какой-то научный подход, да, научный подход в этих спорах и ссорах. Очень, кстати, продуктивные споры и ссоры у вас будут происходить. Мне очень нравится эта отсыпка, мне даже не хочется ничего здесь портить. Если вы сейчас не в отношениях с этим человеком и вы не счастливы, потому что вы чувствуете, да, что все-таки не моя эта половиночка, да, и счастье мне это не приносит, то у вас встреча будет все равно до конца, вы пройдете эту жизнь, и вам суждено все равно с этим человеком встретиться и, понимаете, прям связать свою жизнь именно с этим человеком, потому что и его будет к вам тянуть, и вас будет к нему тянуть. Вы понимаете, он мог вам даже сниться каким-то образом во сне, и вы могли вот понимать, что да, вот тот человек, с которым я нахожусь сейчас, в браке, в паре, это не он. А тот мой, он где-то там, где-то ходит. Вот. И во сне у вас было чувство любви к нему, прям такое настоящее. И такое чувство в жизни вы никогда не испытывали. Понимаете, он дает вам знать о себе. И также вы ему снитесь, потому что ваша душа тоже просится к нему и дает ему такие же точно знаки. Поэтому, мои милые, кто зашел именно на эту отсыпку, я не буду ее никакими специальными там словами помечать. Да? Вот кто зайдет, это ваше. Вы у меня необычная, мужчина идет тоже необычный. Вы умница и красавица, а у него мощное здоровье. Вы должны быть вместе, вы вместе будете. У кого-то прям будет и счастливая история, кому-то вот эта вот разлучница не помешает. Все у вас будет хорошо. Хороший мужчина, хорошие отношения, прям такие добротные, хорошие, добрые. И счастье, да, вот оно счастье. Счастье будете выстраивать потихоньку вместе. Это не будет там раз... не знаю, там все покидали в одну сумку и побежали. Нет, это будет все очень аккуратно, красиво, там наглажено, сложено, упаковано. То есть, понимаете, вы будете каждый вот момент жизни проживать очень спокойно, размеренно. И даже если будут какие-то шероховатости, вы будете вместе брать как это, наждачку, да, или там как лобзик называется, да, и спиливать эти шероховатости, чтобы все у вас было идеальненько, ровненько и гладенько. Понимаете, только вместе. Очень хорошая отсыпка, мне очень нравится. Я не хочу ее портить больше ничем, пусть она так и будет. Если вы, мои дорогие, мужчину этого не встретили, вы можете поскриншотить себе именно вот этот рисунок в части вот этого сердца. Вот это вы вдвоем. И посматривать, да, на него и понимать, что вот он, ваша половиночка, ваша вторая часть должен к вам прийти. И так вы будете его, скажем так, призывать к себе, чтобы поскорее он вас нашел. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.